Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. В Ингушетии разгорается скандал вокруг чеченской знаменитой певицы Хеды Хамзатовой. И ей она виновата в том, что чеченка спела на чеченском языке песню на фоне ингушских башен. Английский скандал тоже месяцами ранее, точно такая же ситуация попала девушка из Карачаева Марьям, которая приехала вместе со своей семьей в гости в город Грозный, своим чеченским знакомым. И она тоже снялась на фоне чеченских башен и Тумканском районе. Эти фотографии поместила в социальной сети Инстаграм. И вот злобный, коварный живодер ингушей напали на эту слабую, там худенькую, там молодую девушку и начали ее со всех сторон нападки, оскорблять. И вся эта, они только, скорее всего, ингуши имеют воевать только беззащитными. И вот этот, и точно такой же, этот скандал почти еще не угас. Месяцами эта драма с этим Марьям Скорчаева длится, и подкасты, и вот это все. И вот этот, вот сейчас Хеда Хамзата, она же проживает на территории Ингушетии, она замужем за ингуша, у нее 4 детей, замужняя женщина. Так как она певица, не просто певица, а певица большой буквы, очень знаменитая певица. В 16 лет, представляете, вы можете представить себе, 16 лет она стала заслуженной артисткой Чеченской Республики. Она спела песни на армянском языке, десятки миллионов просмотров. Ну, это звезда вот этого вселенского масштаба. И так получилось, что молодая девушка должна выйти замуж, и ее выбор пал на ингуша. Вот так судьбы распоряжаются, и вот сейчас она живет в этой Ингушетии, растить этих детей. Давно у него не было этих. Несколько лет тому назад на телеканале Ингушетия я смотрел репортаж, там шоу «Потолкуем», и вот это шоу с участием ее стало самое популярное, вот эта история, вот этого телеканала, вот даже в Ютубе больше 500 000 человек посмотрел, которые, там нет таких просмотров, ингушского телевидения, вот шоу с участием Хеди Хамзатовой посмотрело больше 500 000 человек. И самое популярное видео на этом канале. И мы чеченцы, очень любим Хеду Хамзатову. Она и поет, знаете, она владеет ингушским языком и чеченским. Когда училась в школе, она старалась, ее никто не заставлял, она старалась, скорее всего, в классе были ингуши, в Грозном, скорее всего, я не знаю, где это. И вот она говорила по-ингушски, эти ингуши ей, типа, нет, ты неправильно говоришь. Ну, такие намеки делала. Она, мать ее, наняла репетитора, потом она выучила этот ингушский язык, потом участвовала в олимпиадах. Представляете, чеченка, выучив ингушский язык, участвовал в олимпиадах по ингушскому языку и литературе. И, скорее всего, вот жизненный выбор, скорее всего, вот она, вот бывает у нас, вот мне тоже раньше очень нравились ингуши, вот я не знаю, очень, вот скорее всего она вот выучила этот ингушский язык, вот начала интересоваться вот этой историей.
вот это все, вот это Тикамотины, Ингушетии, ну, конечно, политику, никто, вот тем более творческий человек, скорее всего, не углублялся в политику, и, скорее всего, не понимала, что его шаг, вот, может потом, знаете, и вот что, вот ингуши на своей территории, вот дискриминация чеченцев идет полным ходом. И вот она не первая, она не последняя ингушская невеста. Многие ингушские вот морда, вот этот отцы мужа заставляли чеченок, когда перепись населения, писать ингуши. Ингушка, представляете? Вот заставляет замужняя женщина с детьми, она же не может, вот старший человек, их роды, отец мужа скажет, бросается в пропасть, она должна бросить этот пропасть. Ну, такие у нас адаты, обычаи. И вот как она такая, одной стороны, такая какая-то мелочь, строка в паспорте, вот они вот такие, вот паспорты, когда меняют паспорта, чеченских девушек заставляют писать в графе национальность ингушская, вот это раньше это практикуется, и вот это, а как она, вот она же не может петь ингушские, она и чеченские песни, и вот это, и все было хорошо, конечно, ох, это Хамзатова, у нас вот это, у них же нет таких масштабных звезд. И вот попала девушке вот такой неприятная ситуация. С одной стороны, мы, конечно, поддерживаем Хеду Хамзату. Это несправедливо. Разве можно возле камней, вот какой-то клип снял, это что, святая индийская корова? Вы молитесь этим башням, что вы что, ингуши с ума посходились это? Вас потеряли свои берега, что это ваша священная корова. Вот это я не хочу, это камни, которые никому раньше давать, еще под сомнение, это, что это ваш. Вот такие наглые люди, скажите, чеченские все, вот в царской России, вот это войны с имама шейха Мансура, потом имам Шамил выгнал оттуда людей, всех наших выгнали, и вот вы все это захватываете. Вот у меня сомнение, что это ваши башни. Если это ваши были бы, вы бы относились бы спокойно. А русским можно приезжать к вам, мы Чечню их не пускаем возле наших башен снимать эти фильмы русские, которые... Вы их пускаете возле... Я сам видел фильм на фоне ваших ингушских башен разворачивалось действие, где кавказцев, типа храбрые русские мальчики, убивали их, они орили их именно на вашей территории Республики Ингушетия. Этот фильм снимают русские. У нас мы не позволим осквернять наши чувства. Вот у вас вы продажные люди, и поэтому, пожалуйста, русским можно приезжать возле этих башен, снимать эти фильмы. А вот чеченская девушка, которая замужем, она почти ингушская, замужем за ингуша, не может на фоне войнавской, это нет понятия ингушское, это на фоне войнавских башен, она, когда она пела эту чеченскую песню, она имела это войнавские башни. Вы определите, кто вы. Вы цыгане, армяне, осетины, казаки, чеченцы, вы никак не можете определить свой род. Вот то вы тяготеете эти грузинам, то тяготеете, я не знаю, вот что у вас там, какой-то, да, это у цыган, это у индусов корова священное животное, слон, они поклоняются слону, поклоняются обезьянам и статуям. А у вас башня, у вас поклонение башне, нельзя спеть чеченскую песню на фоне ингушской башни, это оскверняет вас. А вот русские, которые там, я извиняюсь, справляют нужды на ваших этих башнях, это
туристы, которые приезжают, это ничего, это можно. А вот спеть просто... Она еще, вот я заметил, я потом специально пошел посмотреть все эти ваши ролики, про эту Хамза. Благо у вас она очень популярная певица, благо есть. Она все свои песни в традиционном национальном одеянии, покрытой головой. И как ваши некоторые певички. И вот какие притязания, именно у вас притязания, что она чеченка, и она посмела спеть на территории Ингушетии чеченскую песню. Наши чеченские певцы, вот я поэтому говорю, вот стараются петь, вот много певцов ингушские песни поют. Вот не надо, вот это, и это можно, приезжать петь на фоне, ингушские песни можно, а вот чеченские нельзя, оказывается. Я вообще удивлен, я ожидал все, что угодно. Вот бывает оскорблять чеченцев, вот это, дискриминуете вы их там. Но вы вот это, придраться такой мелочи, вам не стыдно? Вот вас, вы не нормальные люди, вы больные люди. И вот все эти... Я понимаю, вот это, пишут, вот эти гадости, потом вот это приехали все, вот я открою вам ваш секрет ингушский. Все проститутки, наркоманы, алкоголики приехали в Европу, у них никто их там не контролирует, берега свои потеряли, без разбора там идет разврат у вас, все, что можно, вот это, а потом вы сидите эти интернеты, и вот эта нравственность у вас просыпается в сторону Ингушетии. Надо быть нравственным там, где вы живете. Ингушетия ваша историческая родина, вы там не проживаете, вы там некоторые не родились. Оно вам никакого отношения не имеет. Вы жители города Грозного, Чеченская, Ингушская ССР или Северо-Осетинская СССР, жители города Владикавказа. И вот в Европе вы все живете тут. Это ваша историческая родина. И вот когда касается вас, ингушей в Европе, нет, это вы не ингуши, вы чеченцы все. И вот хотите что-то, вот, а потом какой-то нравственный у вас ориентир на ингуши, там нельзя чеченская песня, вот по телевизору нельзя на чеченском языке, у нас ингушей, они проживают, у нас нету такое количество ингушей, как у вас, наших чеченцев. 100 тысяч чеченцев проживают в вашей маленькой, 20% населения чеченцы у вас, а у нас 800 человек нет. 800, это 0, какой-то, даже процента у вас нет, вообще нет их. И что вы хотите? Конечно, будут, там же проживает масса чеченцев, вы же себе присвоили 2 чеченских района с местным населением. И, конечно, они будут чеченские песни петь, чеченские мавлюд делать. Почему они должны ваши ингушские? Вот не понимаю. Потому что я не понимаю вас. Я не знаю, как к вам обращаться, как с вами говорить. Я вчера спокойно сел, про вас поговорил. Странное ваше поведение. Эти башни, как они достали эти башни, как достали вы, ингуши. Какие вы никчемные люди. Ненавижу вас и ненавижу. Вот я не знаю, лопаетесь, не лопаетесь, плачьте, не плачьте. Для меня, чеченцев, вы не существуете. Это не ваши башни, вы их, вот у вас наглость, вот вы какие вы наглые, какие вы бесцеремонные, какие вы эгоистичные люди. Везде, вот я через 100 лет, конечно, вам будет кажется, если вы врете постоянно, ложь становится правдой, вот чеченцы там согнали, вы тут эти места, дома, все заняли, и вам скажут, это ваши башни. Вам кажется, что это ваши башни? Вот такое, я когда серьезно углубился в ваш ингушский вопрос, и начал все ваш вот этот трэш смотреть, вот анализировать все это, вот я какой-то, многие чеченцы боятся это вслух сказать. А надо, почему вы орете на всех этих платформах,
чеченцы, кочевники, чеченцы, чечаны, что вы только нам не говорите. А мы, чеченцы, должны к вам относиться по-особому. Жалко, что вы не видите мой палец, который я показал на вас вверх. Вот это вам. Знаете, вы никто, вы непонятно кто. И вот эта чеченка, это не просто чеченка, она очень уважаемый человек, и вы, ингуши, набросить на легком месте. А где вот сейчас я Танзилу Чабиеву, вы даже никто ничего ей не сказал, просто указал, что она не права, что она врет. Вы все набросились защищать эту Танзилу Чабиеву. Это русский бузуртан, это горский еврей, прискакал ко мне, 3 комментария там стирал, там нельзя оскорблять женщин, вот это все. Где ваша честь? Где ваше мужество? Где ваши папахи? Позор вам, ингуши, позор вам. Когда касается вас, дорогих миленьких, да, вы вдруг просыпаете, одеваете эти штаны. Когда вопрос идет о чеченцах, о его чести, достоинстве, вы сразу же уже другое. Сразу же другое. Вот это, потому что вы к этому идете. Вас надо приструнить, вас надо каждому по морде, к стенке вас поставить, вот тогда вы придете в чувство. А так вы... Вот такие дела, так что я надеюсь, товарищи мужи, мамами, какой это стыд, какой это позор. У вас что? Вот я не пойму, где ваши эти органы, где ваши... Даже вам не стыдно вот так опозориться? Это же позор. Вот что может делать эта девушка? Она ваша невеста ингушская. Она вам 4 ингуша родила. Вот фон, золотой фон сделала. Это наша самая ценная, какая она красивая девушка, какая она вот это. И ваш генофонд золотой, вот чеченского золотого генофонда вам отдали эту девушку, потому что многие считают вас нашими братьями, вот у нас вот это. И вот как она себя будет чувствовать. Мы же не можем вмешиваться, у него есть муж, ингуш, он должен что-то сказать, заткнуть этих тварей. И вот эта патовая ситуация, конечно, я удивлен, мамами, я удивлен. Вот ужас без конца. Вот как это? Как вы? Знаете, какое гнилье вот это? Я не знаю. Вот что за народ? Что за люди? Что за обычаи? Что за это? Вот чеченский переписали этот раздел Чеченского кодекса чести. Все переписали, когда у нас шла война в 2005 году. Вот этот Нурди Кадзой, этот продал вот этот Чеченский кодекс чести вот этому Идрису Абадиева за 17 000 долларов. Это издал, эта книжка типа ингушский раздел. А где ваш раздел? Эта книжечка, это к чеченцам имеет отношение, к вам она не имеет никакого отношения. Вы знаете, вам она никакого отношения. Или бросьте в мусорный ящик эту книжечку. Вот у вас нет ничего, только у вас свое вот это. Если это еще, знаете, это глубокая эта проблема ваша, когда вы жили с осетинами, они вас приструнивали. Когда вы жили с нами, мы вас приструнивали. Мы вас в эти рамки вводили. Вы, если что-то плохое говорили про нас, вы закрывали свои окна грузинской квартиры, форточки, чтобы другие чеченцы не слышали, какие вы подлые, какие вы мерзкие, какие вы противные люди. Вот поэтому, вот сейчас у вас берега открыты, 33 лет вашей этой ингушеты славной, которые с помощью чеченцев, с помощью чеченских депутатов, ваш этот Ибулатов, какой-то Богатырев, только вот этот Исаак Адзоев, вот это Муса Долгиев, вот провокатор, чеченофобы ярый, и вот но с самого начала вы неправильно пошли. С самого начала вы
вы себе врагов нашли, враги нашли. И вот все, вы такие золотые, вы такие хорошенькие, все вокруг осетины плохие, чеченцы ужас, какие они нехорошие. И вот вы славные ингуши, ваша слава в мусорном ведре, вот там вы будете ковырять это в мусоре, вот там под самым низом, оно ваше, вот ваша честь, ваша доблесть, ваша героизм, вот там, в мусорном ведре в самом конце. Вот где вы. И у вас ничего нет, у вас ни башен, ничего, даже своей республики у вас не было, ни попытки, ничего у вас не было. Вы, как, я не знаю, вот это, отколочь от нас, вот эта кучка этих сумасбродов, и мы требуем вам остановиться, пока не поздно. Потом другая какая-то вот эта Татанзила, вот это выскочила. Нет, Бамут Ачхаймартан наш, это наши земли, да, ваши земли, Ангушт, Дарьяльское ущелье, там вы этих крутых мышиных норах вы жили, вот туда мы вас отправим, если ваши рты вы грязные и закроете. Вот туда, обратно вас, Ангушт, осетина, вы их любите, вот вашим кунакам, вашим кровным братьям туда отправим. Вот мы, почему у нас общий, вот это, потому что вот так, как эта девушка вышла замуж, точно так же и ингуш женится на чеченском, поэтому у нас родство, не потому что, вот поэтому у нас родство, а вы к нам отношения не имеете, вы пришли люди, и, пожалуйста, заткните свои рты. Вот поводы, без повода. Вас живите, трудиться на это благо ингушеты. Вам мы, никто не лезет к вам. Вы везде, во всех этих щелях. Вас и так мало. Представляю, я не могу представить, если вас было бы много, как чеченцев, что с вами было бы? Вы бы оккупировали весь Ставропольский край, оккупировали бы это Северная Осетия, оккупировали бы часть Грузии. Вот вы бы с ума посходили. И ввели бы, как этот Ирак раньше, ввели бы эту бесконечную войну с чеченцами. Как хорошо, что Бог о вас подумал. Хорошо, что Он вас знает, и поэтому вам дал то, что вам дал. Еще это, знаете, это кажется вам вас в родную гавань отправят, вот туда, откуда вы пришли. Вот, многие чеченцы, вот, это же, я даже не историк, я просто смотрю и могу понять, почему это так. Это же, если это было бы действительно так, это башни были бы вашими родовыми, вот вы так не, это значит, это не ваши, поэтому вы боитесь, вы поэтому ночью просыпаетесь в холодном поту, и это ваш кошмарный сон, что вас обратно отнимут. И правильно сделают, отнимут, потому что ваши поганые рты, они не замолкают ни на одну минуту. Вы не можете успокоиться, вы не можете вот это, вы должны всегда бегать, кричать, орать и требовать. Я удивлен, вот Хайда Хамзата тоже, наверное, в таком легком шоке от вас, ингуши. И пожалела, скорее всего, что она сделала такой выбор, потому что вы подлые, никчемные лицемеры, вот ваша натура, она дает о себе знать. Я был прав, я прав, потому что я знаю. Да, у вас и хорошие есть, и порядочные люди есть. Я не говорю о всех, это кучки вот это оголтела вот эта проституция, которая у вас в здании, везде, во всех щелях, они все захватили. Вот. И вот 500 000 народа, не 500 000, 100 000 чеченцев там, и какую-то вот 10%, вот это 5%, можно сказать, вот это провокаторов, вот держит 95% населения Ингушетии под колпаком, хуже сталинских концлагерей у вас. Единственное, что у вас неправильно,
не ставить к стене и не расстреливать задачи чеченской. Это тоже мы, потом это будет, это же агония же будет, больной человек, агония. Вот вы начнете потом чеченцам. Я как-то слышал, что какой-то парень шел по улице, и 3 ингуша стали драться. Он начал защищаться там, вот это, во время чеченской войны, скорее всего, в лагерях, вот это. И он, их 3, он один, и еле-еле защищается, он уставший, вот это. И видит, по дороге идет старик палкой, ингуш. И он обрадовался, что он вот сейчас заступит, он скажет, как мужчина, скажет, вот что, 3 рвется против одного. И обрадовался, что заступит это ингуш за этого чеченца. И что вы думаете? Он подходит и говорит, узнал, что он чеченец, взял свою палку и начал на него бить. Представляете? На чеченского парня 3 вот этих ингушских парней его мутусят, и вот этот 3 парней, 4 вот этот ингушский старик взял свою палку и начал бить на этого чеченца. Он говорит, я был в шоке, я вот это рассказываю, вот многие не верят вот это не верят. Я тоже говорю, что я в своем братском народе Ингушетии, Азрань, остался на улице молодым парнем, и никто меня домой вот это смеялся, на меня пальцы показывали, этот проклятый Азрань. Всю свою жизнь, вот это. Никто не верит мне, когда я рассказываю, что вот так они поступили. Нет, это братья наши, ингуши, они такие хорошие. Это, да, знаете почему? Тут тоже в Европе, общаются с чеченцем, такие рожи, такие лицемерия, свою политику гнут. Вот со мной общаются эти ингуши, раньше общался, сейчас никто не общается, я их заблокировал, не хочу с ними иметь никакого отношения. Вот он постоянно какую-то политику, вот я не могу про политику ингушей рассказывать, то, что они не правы до 2018 года, он говорит, давайте не будем лезать в политику, а политику про Рамзана Кадирова, какой он монстр, какой он диктатор, какой он плохой человек, это, пожалуйста, это каждый божий день. То, что Чечня, это нехорошо. Это, представьте себе, золотую клетку, это золотая клетка. Там там диктатура. Вот мне, я не могу сказать, что вы ингуши гондоны, что вы творите. Вот, нет, это политика. Я не должен затрагивать эту тему. А вот он целенаправленный, каждый божий день, мне, чеченцу, вот, и другим чеченцам тоже так. Вот все эти ингуши вот такие. Они... Оставьте нас, чеченцев, в покое. Мы живем в Европе. Мы не приехали. Вас тут, в Европе, ингуши-то ваши, вас слушают, ваши эти сказки, ваши эти нытье, ваши эти лицемерие видят. Вот оставьте нас, чеченцев. Почему? Общайтесь с своими же козлами, вот этими ингушами. Их много, чем достаточно. Вот оставьте нас, чеченцев. Вот вы во все прилипли к чеченцам. И не можете их оставить в покое. Вот точно так, вы зашли в чужие дома, вот как эти дагестанцы, аварцы, зашли в чужие дома Дагестана, у чеченской депортировали, им кажется, их не. Точно так же. Это, знаете, этот клубок надо будет развязать. Я боюсь, что это кровавое. Будут разборки, это на совести ингушей. Вот они возбуждаются, потому что все легко. Без единого выстрела, без ничего, просто поплакались, что у нас нет республики, дайте нам республику. И вам, пожалуйста, вот еще Чечня, Джохар Дудаев, вам какой мужик, генерал. Какие вы бедные ингуши, вот вам на чеченской еще, вместо того, чтобы хорошо вы там выступаете, чемодан, вокзал, Назрань. Всех надо было обратно Назрань. Вот ваш Назрань, это ваш. А это не ваше. И вот вместо того, чтобы это сделать, тоже генерал там вот это подался вашим нытьем. И вот это. И вот такие вы. Поэтому вы везде вы лазите, везде вы вот это. Какое должно быть иметь дело, девушка спела на фоне каких-то камней.
Это же даже настоящие, они все восстановлены. 83-82 года. Это же была не ингушский, чеченский, они считают чеченский. И в ЮНЕСКО они так и пишутся, чеченские вот это. И вот их восстанавливали как чеченские башни, это комплекс. РЗ все это, я-то помню, восстанавливалось как чеченское. А сейчас они оказались на вашей территории, они ингушские, и церкви там делаете, там возле этих церкви, вы же любите этот Табаверди, Мабаверди, вот церкви или мечети, я не знаю, что там, священная вот эта башня ваша. Я не знал, что камни бывают священные. Вот молодыми девушки вы мастера бороться. Вот такое вы. Вот я далеко не хочу зайти. Ой, кошмар. Стыд и позор. Как можно вот так себя вести? Вот потом сказать, почему ты говоришь на всех ингушей? Я не говорю на всех ингушей. Я вот то, что я вижу, я отвечаю. Я не буду искать там Экажева, или там Верхних Очелуках, или там Джейрахе хорошие ингуши. Я о них не говорю. Вот я говорю, Кушка, это наркоман, проститут, который Азрани, Магаси. Я же не могу. Подонков хватает у вас. Везде они. Везде. Во всех щелях ингушеть. Как я могу отвечать вам? Вот мы же не можем. Вот, мы просто устали от вас. Устали. Оставьте чеченцам, не прилипайте. Оставьте, если вы такие националисты, если вы только ингушей, вот признаете, вот только ингушей для вас люди, вот не надо жениться на чеченских девушек, оставьте их. Не надо вводить дружбу по всей Европе, как прилипали к чеченцам. Вот прилипаете сразу, и не можете, вот чеченцы не могут, вот, у меня не было знакомых ингушей, были знакомы моих друзей, вот ингуши, вот прилипало, вот. Потом они так сделали, что я перестал общаться с своими друзьями, а я общаюсь с этими ингушами. Вот так у них. Вот так. Я рад, что я сказал вам goodbye, мои хорошенькие. Там оставьте эти камни, оставьте этих девушек. Живите, трудитесь, работайте. Я не знаю, во благо этих ингушей. У вас непочатый край работы. А то, что это куцери, это поделать, помогает вам поделать это пару башенных комплексов. От этого ваши ингуши великие не станут. От этого дороги не станут прямыми, ровными. От этого в домах не будет тепло, или сироты не будет под крышами домов. Знаете, у нас, мы движемся вокруг вас уже выросло 3 города. После Чеченской войны, мало того, что у нас 400 населенных пунктов, мы восстановили все свои села, города, и плюс вот Ачхаймартан стал городом, Серноводск стал городом, Эврей стал городом, вокруг вас вот, города уже чеченские. И вот это, вы даже, не знаю я, хорошо, если вы такая великая нация. Вот почему у вас вот так, вот не на том акцент, вот я скажу, вот я представляете, я сниму фотографии, вот про ваш какой-то это, и скажу свое мнение. Все, вы накинетесь на меня, как ты не смеешь так говорить про ингушей. А почему ингуши смеют открывать свои поганые грязные рты в сторону чеченцев, в сторону осетин, в сторону других народов? Вот это я хотел знать. Какой у вас интеллигенция, кто вам дал это право, вот на каком основании вы так себе нагло ведете, вы так себя бесцеремонно ведете. Вот это нам, мы же... И поэтому... Ой, я сейчас должен успокоиться. Не хочу я вас видеть, слышать. И слышать вас не хочу. Надеюсь...
просто я вот, у меня единственное, что у меня теплится в душе, надежда, вот вы, вот это искусственно, вот эту свою деятельность, которая онлайн фальшивая, эта деятельность, она же не во благо ингушского народа, не во благо Ингушской республики Ингушетии. Оно идет вот красивая картинка, может быть, временным эффектом, YouTube, Instagram, вот это. Дома как не строились, так и не будут строиться. Ваши города, села так и остались. Ваш Азран городом стал. Представляете? Город Грозным в 1865 году стал. А ваш Назран в 1969 году. Через 100 лет. Хорошо, вы великая нация, вы великий народ. Ваш Назран почему в село? Даже сейчас он. Стыдно даже называть город. Хотя 120 тысяч человек там проживает. Там можно было, знаете, там, не знаю, снести пару кварталов, построить современный красивый город. Это Назрань, это история. Это история. А ваш магаз, какая история? Выдуман. Ложь, на лжи построенный город. Поэтому он такой, а невзрачный у вас. Магаз столицы. Да, Азан был бы, знаете, как он был? Вот Махачкала, вот 250 тысяч населения было в Махачкале, когда в городе Грозном было население 408 тысяч. Представляете? Сейчас население города Махачкале 600 тысяч. Самый большой город Северного Кавказа. Точно так же ваш Азран, конечно, у него тоже было 60-70 тысяч, там небольшое население подросло. Самый быстро растущий, и то оно 120 тысяч стало, а могло стать и 200 тысяч, а могло и 250 тысяч, могло бы в ближайшем будущем и 300 тысяч стать. Если вы вот не пошли ложным путем, вот это Осетия, назвали свою республику Северная Осетия Алане, а мы сейчас на злой осетинам Аланские ворота сделаем и назовем свой город Магаз столицей Алани. Вот такое у вас, вот такая деятельность. Но странное дело. Ой. К сожалению, печальный результат вас ждет. Я этому радуюсь. Не надо, мне кажется, больше слов не надо, вот этих эмоций. Знаете, люди испорчены, люди, они испорчены во всем. И как бы ты ни старался объяснить, что так делать нельзя, они этого не поймут. Они это, когда ты вежлив, когда ты порядок, это для них слабость. Ты кажешься слабый, а им кажется, ты ниже их. И вот они любители вот этот, я не знаю, по истории они никак не отличаются этим мужеством, героизмом, да, с чеченскими женщинами, женщин других народов они могут, потому что ингушские, если они будут начинать, вот кто-то там заступит, боятся трусы. А вот, да, почему нет Хайда Хамзат? Она же чеченка, она же не ингушка. Даже стыдно было бы что-то сказать. Певица спела песню, даже можно просто промолчать. Нет, истерики ваши. Мужиков, конечно, надо вам других народов, надо завести эти приличную пару мужских сапог, чтобы у вас какой-то генофонд. Иначе очень сложная ситуация. С вами, товарищи ингуши, давайте, я не хочу дальше говорить, просто я даже не хотел, просто хотел пару сказать. Но так получилось, что я немножко перевозбудился. Я, конечно, извини, тут никак, но все равно, если вдруг это эмоциях сказаны слова, если ты это полностью не участвуешь, и ты это осуждаешь,
вот такие люди, если прочтут, увидят это, я приношу свои извинения вот подонкам, наглецам, лжецам, мое презрение. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон.